25 мест. А до этого в 78-м Казанском лицее, как по телефону нам рассказала мама одного из школьников, было 4 девятых класса. Но теперь сын Люции Гумеровой оказался лишним. Они отобрали лучших ребят, и остальных попросили просто. Почему так получилось, мы попытались узнать у руководства учреждения. Но здесь ушли в глухую оборону, закрыли дверь и отказались общаться по телефону. Я сейчас ничего говорить не буду. Неделями ранее обивать пороги своей 27-й школы пришлось ученикам в Набережных Челнах. Их также отказались принимать в 10 класс. Я учусь здесь в этой школе с 1 класса. Директор категорически отказывается открывать 10 класс. За весь 9 класс не должно быть ни одной тройки за четверть, ни по одному предмету. В итоге под натиском родителей в школе заявление от учеников все же приняли. Сегодня за всех школьных руководителей ответ держали в Министерстве образования и науки. Никому не может быть отказано. Это конституционное право, и здесь необходимо учитывать, что отсутствие мест в школе или отсутствие соответствующих программ – это только недоработка на местном уровне. Ситуация, когда в 9 классе, в том же классе, было достаточно мест для обучения этого ребенка, а в 10 классе вдруг не хватает. Я здесь как к коллегам обращаюсь, пожалуйста, за этим не прикрывайтесь, это уже недопустимо. Если все дети желают получать образование средней ветви школы, такое образование им должно быть предоставлено. Также школьным руководителям напомнили, что незаконный отказ в приеме в 10 класс грозят крупные штрафы. Пожаловаться на подобные притеснения можно также в Министерство образования или прокуратуру. Дмитрий Арин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.